Воссозданные знамена калмыцкого народа осветил Далай-лама XIV. Рассматривая стяги калмыков-айратов, он выразил огромную радость и отметил, что возвращенные знаки будут объединять и защищать калмыцкий народ. Об этом рассказал на брифинге в РИА Калмыкии администратор Центрального хурула Юнтен Гелюнг. Напомню, что знамя Эсельбейн Сайнка вместе с грамотой и печатью было передано айратам Далай-ламой III. Знамя Дайчи Тенгри создано как и текст молитвы и обращения к этому божеству. Далай-ламой V по просьбе айратского Галдан Башактухана. А знамя Дундук-Даши стало символом калмыцкого ханства во время Далай-ламы VI. Сейчас калмыцкие знамена находятся в хуруле, и каждый житель республики может прийти и поклониться. На знамени Дейч Тенгр, на нем было раньше изображено, то есть написано, нанесены какие-то священные мантры. Но на фотографиях этого знамени мы не могли распознать, какие это мантры. Вот, поэтому мы обратились к Далай-ламе, чтобы он порекомендовал, какой именно, с учетом нынешних условий, так скажем, в которых живет наш народ, в которых оказался наш народ. Может быть, на сегодняшний день подойдут немножечко какой-нибудь другой священный текст или другие мантры для этого знамени. Поэтому его святейшество Далай-лама очень проникся этим вопросом. Он поблагодарил нас за большую работу. Он сказал, что это очень важно, сохранение вот этих древних знамен, и обещал изучить этот вопрос. Кроме этого, калмыцкая делегация преподнесла его святейшеству книгу Геннадия Корнеева «Священные знамена айратов и калмыков». А Далай-лама благословил и подарил жителям Калмыкии священную статую, которая будет храниться в центральном хуруле, и все верующие смогут поклониться ей. Помимо этого, во время аудиенции калмыцкой делегации с его святейшеством Кунделингом Ринпоче досточтимый учитель поднес в дар статую Кантенгри, сделанную из множества священных реликвий. Подобная святыня – большая редкость в буддийском мире, и теперь у верующих Калмыкии появится возможность получить ее особое благословение, отметил Юнтен Гелюнг.